Смотрите в программе. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда планируется вакцинация от коронавируса. Новую каменную школу на 1000 мест построят в Вилюйске. В нее переедут ученики из 3 ветхих учреждений. В Москве началась подготовка к крупнейшему в стране фольклорному фестивалю «Русское поле». Участие в нем примут и коллектив из Якутии. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация от коронавируса начнется не ранее 2021 года. С таким утверждением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он отметил, что некоторые потенциальные препараты достигли 3-й фазы испытаний, предполагающей тестирование на людях, и все они демонстрируют хорошие результаты, но главное – обеспечить безопасность и эффективность вакцин. Это займет некоторое время, пояснил эксперт. Между тем, в аэропорту Шереметьево запустили экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус. Пилотный проект реализован совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Экспресс-тестирование было запущено в ответ на обязательное условие ряда стран на наличие отрицательного теста на коронавирус, данного непосредственно перед полетом. Сейчас ряд стран ставят обязательным условием наличие отрицательного теста на коронавирус, сданного непосредственно перед полетом. Именно поэтому мы запустили услугу экспресс-тестирования для пассажиров с выдачей результатов на официальном документе на русском и английском языках, которое станет основанием для въезда пассажиров в страну. Услугу можно получить в течение 1 часа всем пассажирам внутренних и международных линий. А теперь узнаем об эпидобстановке в Алданском районе Якутии. Я передаю слово нашему корреспонденту Руслану Павлову. Положительная динамика по выздоровлению от ковид отмечается в Автомотском психоневрологическом диспансере. И вообще ситуация по району отмечает лишь единичные случаи выявления ковид и коронавирусной инфекции. Более подробную информацию нам даст главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. Алексей Викторович, что на сегодня? На сегодняшний день у нас наблюдается положительная динамика по выздоровевшим, а именно 67 человек переведены в чистое отделение Автомотского психоневрологического диспансера, в том числе 4 человека выписаны из инфекционного отделения Алданской центральной районной больницы. То есть на сегодняшний день производится отбор проб у лиц, прошедших лечение. При получении 2-кратных отрицательных анализов они также будут выписаны и перемещены в отделение, в котором ковида на сегодняшний день нет. Сегодня в социальных сетях и в мессенджерах население активно обсуждает юбилей железных дорог Якутии. Корпоративное мероприятие должно пройти на выходных. Вроде бы как сюда заводятся артисты, которые выступят перед железнодорожниками. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Насколько мне известно, до 24 числа за проведение любых массовых мероприятий, в том числе и юбилеев предприятий промышленных, они запрещены. И не исключено, что запрет на проведение данных мероприятий будет главой республики продлен. А вас как-то уведомляли или оперативный штаб о проведении каких-то таких мероприятий корпоративных? Нет, естественно, никакой информации о проведении таких мероприятий в Роспотребнадзор не поступало. И при поступлении такой информации на них был бы наложен запрет. Вот такая ситуация у нас на сегодня. Мы следим за ее развитием. Также в Алдане пройдет всероссийская акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2020». Мобильные пункты тестирования проследуют через 200 городов в 45 регионах России, включая Алдан, Нерюнгри и Якутск. Акция направлена на информирование граждан по теме ВИЧ, СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование и получить консультацию. Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Жители дома 30/1 по улице Ярославского в столице бьют тревогу. В рамках капитального ремонта в этом году в доме принято решение перекрыть крышу. Подрядная организация быстро взялась за выполнение работ и сняла покрытие. И именно после этого в Якутске прошел проливной дождь.
Вода проникла в квартиры на верхних этажах, а оттуда пошла ниже. В итоге около 16 квартир в доме оказались затопленными. Люди до полуночи собирали воду, чтобы спасти свое имущество и квартиры. В скором времени синоптики вновь обещают дожди в Якутске. Подрядчики уверяют, что к этому времени завершат работы, а жильцы на всякий случай запасаются тазами и тряпками. Закрыли временное укрытие, это изоспан, тентом закрыли двойное, вот, чтобы, временно. Это всего лишь временное покрытие. Был дождь. Вчера выше норм осадка выпала дождя, но поэтому все равно по краям дома все-таки местами в некоторых квартирах проникло этот дождь с нашей стороны. То есть составлены акты по тем квартирам, которые были течи. Но там течи разные, у кого-то больше, у кого-то меньше . Полюс Алдан увеличивает объемы производства. На сегодняшний день удалось достигнуть добычи в 4 тонны золота с начала года. Это на 350 килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В текущий момент работы идут с превышением плана на 3% или на 110 килограммов. А в Айхальском ГОКе совершенствуют производство. На одной из площадок работает Центр развития производственной системы. Специалисты помогают организовать рабочие места правильно. Чтобы работать было комфортно, внедряют в дело новые проекты. Курируют разные направления 5 сотрудников. Чем они занимаются и какую пользу это приносит производству, расскажет Оксана Мезенцева. В режиме реального времени на этих мониторах каждая единица техники под контролем. На одной из промышленных площадок Айхальского ГОКа 5 месяцев назад заработала единая диспетчерская служба. Подружиться с новой системой операторам помогают специалисты отдела развития производственной системы. Они и курируют в комбинате новые проекты. Доработка, наладка, то есть мы работаем по ошибкам, смотрим, какие моменты еще можно улучшить. Отдел создали полгода назад. Специалисты совершенствуют разные направления. Вот и Виктория Назарова сегодня работает не в офисе. Удобнее обсудить с глазу на глаз с сотрудниками автобазы новые критерии оценки работников. Молодой специалист разрабатывает систему мотивации водителей самосвалов. В карьере юбилейной внедрили идеальную смену. Проект позволит увеличить производительность самосвалов. Мотивация водителей – важный аспект. А для того, чтобы внедрить и нормально функционировала идеальная смена, все-таки нужно было немножко скорректировать действия водителя, нацелить и простроить, скажем так, дорогу, критерии, по которым будут оценивать, чтобы они выполняли то, что требуется, чтобы идеальная смена зафункционировала нормально. На днях коллектив отдела пополнил новый сотрудник Иван Голубев. Приехал из Мирного. Трудился в Вилюйской экспедиции. Сегодня развивает в комбинате систему 6С. Новый проект помогает организовать рабочее место правильно. На данный момент объезжаем производственные площадки, осматриваем, для себя что-то отмечаем, где можно произвести наиболее, лучшим способом эту работу. И будем ставить график и уже в дальнейшем поэтапно приступать к реализации внедрения этой методики. Каждый день они решают новые задачи, совершенствуют процессы, внедряют новые проекты. Коллектив отдела развития производственной системы молодой. 4 специалиста – участники корпоративной программы «Потенциал Алроса». В планах не только на 2021 год, а до тех пор, пока у нас будут рождаться инициативы, пока они будут приносить подтвержденный экономический эффект, мы будем работать. В ближайшее время для работы в отделе планируют набрать новых сотрудников. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В Вилюйске построят новую школу почти на 1000 мест. Туда по окончанию строительства переведут сразу 3 ветхих учреждения, которые не соответствуют современным требованиям. Школа будет построена в новом микрорайоне Кютех, где также расположатся 17 многоквартирных домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Сейчас ведутся работы по освоению земельного участка. Из бюджета муниципального района выделено 8 миллионов рублей. На эту сумму подписан муниципальный контракт с проектной организацией ЗСК «Проект». Буквально на той неделе приезжали изыскатели, обследовали участок. До конца года проектная документация должна быть готова уже с получением положительного заключения государственной экспертизы. Строительство школы на 990 мест планируется по республиканской программе развития системы образования. Начало строительства примерно на 2023 год рассчитано. Стоимость строительства примерно ориентировочно будет стоить 1 миллиард рублей.
Ветеринары начали пробное чипирование домашних животных и крупного рогатого скота в Амгинском районе. Согласно новому закону об их обязательной идентификации, ветеринары района бесплатно ставят бирки и чипы питомцам. Маркировка необходима не только для того, чтобы животных могли быстро найти и вернуть хозяину, но и для предотвращения незаконного ввоза. Также процедура минимизирует распространение бешенства и других заболеваний. Согласно закону, будет создана система официального учета и идентификации домашних животных. Ставить опознавательный знак будут на собак, коров, оленей и на лошадей. Все достающие бирки, метки на поголовье на 1 января у нас имеются. Охват поголовья мы планируем закончить до 1 ноября сего года. Ну, с учетом специфики и труднодоступных, но охват поголовья у нас 99%, мы предполагаем, будет. Айсан Николаев встретился с жителем Бердигистяха, воссоздавшим легендарный советский танк Т-34. Сварщик-рационализатор Захар Павлов к 75-летию Великой Победы сконструировал его прототип. Также мастер известен среди земляков тем, что реставрирует старую автомобильную технику. Первую машину «Волгу ГАЗ-21» он воссоздал, когда вышел на пенсию. Сегодня вторую жизнь он уже дал более чем 20 автомобилям и 8 мотоциклам. В этом году коллекция мастера пополнилась танком Т-34, самой массовой машиной в истории танкостроения, лучшим среди танков Второй мировой войны. Машину он сконструировал практически с нуля. В этом ему помогла администрация села Бердигистях, выделив свыше 450 тысяч рублей. В Москве началась подготовка к крупнейшему в стране фольклорному фестивалю славянского искусства «Русское поле». Традиционно в нем принимают участие тысячи делегатов из десятков регионов России. В прошлом году в праздничной программе фестиваля впервые была представлена Якутия. В этот раз из-за коронавируса все мероприятия перенесены в онлайн. На сайте форума можно посмотреть на мастер-классы или увидеть выступления различных коллективов. Кроме того, организовано народное голосование по нескольким номинациям. Так, в 2 из них участвуют представители нашей республики. Это категории «Лучший туристический этномаршрут», а также якутский ансамбль «Нарули». Представлен в номинации «Лучший хореографический коллектив». Проголосовать за них можно на сайте фестиваля «Русское поле». Мы очень рады участвовать в данном мероприятии. Танцы, есть якутские танцы и танцы народов Севера. И можем танцевать еще танцы других народов, других республик. На этом пока все. До встречи в следующем часе.